В минувшую субботу на центральной площади было весьма многолюдно. Еще с вечера стали прибывать машины с отборной сельскохозяйственной продукцией из районов республики. Места хватило и грузовикам под завязку забитым отменным картофелем, и легковушкам с мясом, медом и овощами. Приехали представители крестьянско-фермерских хозяйств и частники с экологически чистым урожаем со своих подворий. Чтобы обойти все прилавки ярмарки, нужно было потратить не менее часа. Глаза разбегались от разнообразия ассортимента. Такое обилие даров природы бывает только раз в году – осенью. Урожаем этого года похвастались жители Абдериловского, Баймакского, Зилаирского, Хайбулинского, Бурзянского, Зианчуринского, Белорецкого, Гафурийского районов, хозяйства поселка Туаляс, Оренбургской, Челябинской областей. Особенным спросом среди покупателей пользовались такие продукты, как мясо, овощи и мед. И это неудивительно. Несмотря на сравнительно низкие цены, натуральные продукты отличаются своим высоким качеством. Как говорится, выращены на совесть. Например, цена мяса варьировалась от 300 до 350 рублей за килограмм. Ну вот нам понравилось вот то, что вот эта ярмарка. Очень хорошо, да, хорошо даже это, да. Люди вот продают, кто гусей, кто курей. Вот мы телочку привезли, все продали. Вообще хорошо, понравилось нам. Мы приехали первый раз, были где-то года 3 назад, а сейчас первый раз вот приехали. Мясо всегда есть у нас, мы сибайские, мы и здесь, и в Астроме торгуем, везде торгуем. Мясо хорошее у нас, люди бьют с удовольствием. Есть у нас и фарш, и печень, в принципе, все. Обеспечиваем людей, кормим. Если мясом сибайцев обеспечили наши соседи из Челябинской и Оренбургской областей, то мед привезли хозяйства юго-западных районов республики. В этот день, как и на всех ярмарках, меда было особенно много. Цветочный, липовый, гречишный, на каждый нашелся свой покупатель. Цены на этот сладкий продукт были от 1300 до 1500 рублей за 3-литровую банку. Ко всему прочему, на ярмарке была представлена и разнообразная пчелиная продукция. Мы из Зианчурского района, деревни Бекужа. Привезли вам мед. Липовый, цветочный, гречишный. Урожай нормально, хороший. Основной цветочный в этом году у нас был мед. Так вот, берут мед? Да, потихоньку берут. В этот день очередь виднелась почти у каждой машины. Даже сравнительно холодная погода не смогла помешать горожанам сделать припасы на зиму. Несмотря на то, что это не первая в этом году ярмарка, покупателей было много. Настроение отличное, все вот. Смотрю, все вот проходил, все осмотрел. Я лично очень доволен, что так все народ торгует, занимается, производит. И жизнь очень хорошая, надо прожить. И достойно вот, радоваться на этой жизни. Ну, конечно, хорошо. Выбор большой. Идем, радуемся, музыка играет, люди ходят. Выбор ищешь, что хочется, то и берешь. Скачают, что надо выбираешь. Очень приятно, очень хорошо. По итогам дня было продано более 140 тонн продукции. Общая сумма реализованного товара составила 7 миллионов рублей. Сельскохозяйственные ярмарки продолжаются. Следующий приезд аграриев в наш город ожидается 15 октября. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.